Доброго утра! Сегодня у нас 1 ноября. На градуснике минус 6 градусов. И сегодня этим прекрасным уже ноябрьским утром мы выдвигаемся опять же на наше озеро. Там у нас стоят теперь уже 10 жерлиц. Вчера ловила 6. Поймали одну щуку на 2400. Было все прекрасно. Но сегодня вот уже почти рассвело, и мы отправляемся в путь. Что мы видим по реке? А по реке мы видим, что шуга, если вчера была только на той стороне острова, сегодня она и на этой стороне. И она уже пласты, вот видим, побелели. Побелели пласты. Вот такая вот шуга пошла у нас уже. Так, а на той стороне пока не видно. Если только... Но на той стороне шуги больше острова. Потому что до этого был ветер, и все ее разогнало туда. Так что все, выдвигаемся. Встречаемся на озере. Так, вот и наша драгоценная лужа. Будь она неладна. Ух ты, тут булыжники-то уже нахерачили. Так, мы ехали, где-то вот так вот, наверное, ехали. Так, и раз, и туда чуть-чуть, потом не сразу. О, да. Молодец, Нивушка, молодец, умница моя хорошая. Все, едем дальше. Сегодня здесь мы время не потеряли. Вчера, наверное, полчаса здесь точно мы потеряли, да? Угу. Все, едем дальше. Ледоход. Пласты заметно уже побелели, потолстели, окрепли. Но чтобы это все сковало, нужен мороз и вода хотя бы немного, чтобы меньше была. Ну вот мы и на месте. И нашему взгляду открылась такая картина, что все наши жерлицы, которые мы поставили, вот вчера 6 штук днем и 4 штуки вечером, все потухшие, ни одного загара. И это, конечно, очень-очень печально. Есть, конечно, надежда, что примерзла леска, что навряд ли. Щука бы тонкий лед все равно продернула. И пойдем посмотрим, окреп хоть нет, не намножко лед. Здесь все нормально, здесь он был нормально. Вряд ли. Вот так я вчера заливал, оно нормально. Оно промерзло. А то, что ну, покрепче, чуть-чуть сантиметров где-то прибавилось, наверное. Но пробивается с одного раза. Ня. Фигня. Ну пусть даже если 3 сантиметра, скажем. Для кого-то это много. Ну да, так и есть. 2,5-3 сантиметра. Что делаем? Одалбливаю все жерлицы, смотрю живцов. Ну а потом видно будет. А Саня пока, да? Пока попробует половить живцов. Все, поехали. Ну вот мы и на втором озере. И первым делом, пока все оставляем в машине, пробуем толщину льда. Сколько они там? Столечко, чуть-чуть, не чуть-чуть. А потом уже, если будет позволять, пока это держится. Пока держится, это хорошо. Обычно даже здесь бывает не пойдет. Так, мы видим здесь никого пока еще не было. Мы опять же первопроходцы. Ох, не люблю я это первопроходники с одной стороны. С другой стороны, ой, как люблю. Ой, как не люблю. О, не держит здесь с краешку, где я встал. Так, тут есть лед. Тут есть. Да не ссы, иди, что ты? Ага. Что ты вечно, блин, пошел, и все, что? Я чувствую, здесь можно везде ходить. Видишь? Здесь
лед получше, чем там. Геннадий Геннадьевич, здесь можно везде ходить. Здесь даже толще лед, посмотри какой. У-ху-ху. Нормально. Нормально. О. Вода. Пробил. Вообще нормально. Не, это нормально. Это ты просто сильно уже начал ударять. Все, выгружаемся. Перебазируемся. И пи- Перебазируем. И пьем чай. И пьем чай. Сейчас луночки просверлим сразу, да? Да. Только там вот возле елок. Почему это елок? А? Почему это елок? Да потому что. Ты сейчас сразу туда пойдем или нет? Да нет, здесь вот. Всё. Да там просто лучше. Все, пока выключаемся. Новое озеро. И первая лунка. Оно чистое, как чистый белый лист бумаги. Вот такое вот озеро. Здесь совхозные луга рядом были когда-то, которые зарастают. В детстве здесь я рыбу ловил на косе, на мальков, окушки грамм по 150, по 200, щупарики. Рыба клевала раньше. Сейчас нет. Есть и довольно приличные размеры. Тут по полкило, по килограмму окуня ловили. Я, правда, нет. Но окунь здесь крупный бывает. Вода здесь чистейшая, вода прозрачная. Вон лед какой чистый. Сейчас вот Саня сделает луночку здесь. Александр. И мы посмотрим, какая здесь чистая вода. Лунок он сделает несколько, да? Кто такой лед толстый? Так, смотрим лед. Смотри, какая вода чистая. Вода здесь чистейшая. Вот тут надо тонюсенькие снасти надо. Лед. Тебе где пробурить-то? Ну, туда ближе к елке. Я скажу вам. Я посередине заставил, бля. О! Сантиметров 7 лед. 6-7 сантиметров. Сейчас мы глянем туда внутрь. О! Я даже вижу растительность. Сейчас не знаю, видит ли эта камера. Вон. Наверное, нет. Даже все видать. Здесь надо тонкую леску. И когда он активный, да, он берет на все. А так он очень здесь выеживается. Короче, посмотрим. Вот такие Друзья, короче, такой расклад. Вода чистая, прозрачная. Смотрели в одну, смотрели в другую, рыбу не видели вообще. Саня уже говорит, да пошли отсюда, здесь рыбы нет. Я говорю, нет, Сань, надо искать рыбу, надо. И вот я прошел буквально вот раз, два, три, четыре, пятую лунку пришел. Заброс и сразу окунь, заброс и сразу плотва. А вот Саня уже тоже поймал окушка. Вот такой вот окушочка и плотвичку. Хорошую, у меня... да, я лунку нашел? Хорошую лунку нашел. Но у меня вот такая вот беда. Вот моя безмотылочка рабочая, которая была. Где-то грамм на 200, 250 может быть окунь. Вот сошход. Угу. И прямо это. Получается, об лед уперся. Или крючок, скорее всего, гниловат был. Или что, я не знаю. Ну, короче, обломился у меня крючок и окунь ушел. Так что крупный окунь здесь есть. Вон Таня тащит. Вон. Чуть-чуть крупнее, чем на том озере, да? Да, чуть крупнее. Чуток. Но здесь еще есть крупнее немного. Вот такие вот окушочки. Пойдет. Как говорится, после того, что ни одной поклевки не было уже сколько, в течение 20 минут, наверное, как мы пришли. Полчаса, да? Полчаса, наверное, прошло. Да. Вон, смотри, что делает. Вот. Так что одеваем камеру на голову и порыбачим. А? Спортивный окунь. Ну да. Сейчас поменяю удочку. Мормышку менять, перевязываться не буду. Мне кажется, если он клюет, он и так клюет. Налил себе чаю с термоса. Но он был горячий. Думаю, дай-ка пройдусь. Так что я сейчас допиваю чай. Вон. Такими вот вкусными печенежками.
И пойдем тоже. Вон Санек тащит еще. Нормально. Так что мы сегодня еще порыбачим. Так, прошелся по всем лункам с балансиром. Ни одной поклевки, ни одной тычки. Пока я гулял, вон Саня тут штук 15-20 уже надергал. Окунек, ну, не крупный окунек, но он таких вот средних размеров с ладошку пойдет. Тоже решил попробовать. И решил попробовать, знаете на что? Вот. Серега, узнаешь? Это у меня мормышка от Сергея Башко с Донбасса. И теперь я испытаю эту мормышку в зимнее время. Я так думаю. Ничего я не думаю. Посмотрим, что покажет мормышка с Донбасса. Сначала без всякой наживки попробуем. Просто пустую. На пустую не хочет. И у тебя тоже не хочет? Нет, клюет. Клюет? Нет, клюет. Так, а сейчас знаешь, я что попробую нацепить? Тоже у Сереги. Как он их назвал-то? Вообще глаз не цепил. Вон. Чертовые икринки. Зима. Мормышка подсадка. Вот попробуем вот эту чертовую икринку подсадить. Надо же пробовать, правильно? Серега выслал? Чертовую икринку? Да. Ну-ка дай ко мне тоже попробовать чертовую икринку. Ну-ка, на-ка. Она Глаз как... насадил, у меня глаз стырили. На. А, на глаз клевала, да? Да. Знаете, два. Ага. Прям как насаживать? Ну, откуда я знаю? Я сам не насаживал никогда. Как глаз и насаживай. Я сейчас тоже насажу чертову икринку. Две хватит? Ладно, закроем. Две икринки, короче, насадил. Я не знаю, сколько Серега насаживает, но мы насадили две. Смотрим. Смотрим, что нам покажет донбасская мормышка с донбасской чертовой икринкой. Она нам показывает поклевку. Да ладно. Да. У меня тоже. У тебя... Смотрим на что? На чертовую икринку. Опа, и у меня тоже. Товарищ, она работает. Вон, Серега. Икра работает твоя. Серега, вон клюнул окунь мелкий, но, видать, его здесь крупного нету, потому что я прошелся балансиром, здесь это. Ни одной поклевки не было, хотя здесь ловили экземпляров и по 800 грамм. И язи здесь есть, бывают. Может, все просто сетями передушили, я не знаю. Ну и эта мелочевка за удовольствие. Главное, клюет. Отходит, что ли он? Так они, я говорю, я в лунку смотрел, они с такой скоростью проплывают, эти окуни. И одна мелочь главное, крупного нет окуня. Надо искать, наверное, бурить, все озеро обурить и поискать. Может, где-то он есть все-таки. Может, он на мелководье где-то, я не знаю. Ну, Харриса будет работать, нет? Мне кажется, будет, что и нет. Так она как икра на самом деле. Ну. Так, ладно, третью насажу еще. И все. Видишь, она по цвету даже похожа на харюзовую икру. Все, хватит. Экономить, что ли? Экономить? Ну, куда? Куда столько? Сейчас посмотрим. Видишь, я просто хочу жало закрыть. А, жало закроешь. А, полностью. А, чтобы не торчало, имеешь в виду, ну. А Да. это надо, чтобы этот. Ну, острие-то было. Да? Как ты пробьешь ему этот? Рот. Да. Ну и что, у тебя зацепится, он тебя выплюнет нафиг, да и всё. О, вот, видишь, какая получилась. Вон, друзья.
И немного это торчит жало, да? Да, чтобы чуть торчало, чтобы пробивало его. Все, пробуем. Эксперимент. Ну да, что? Надо же что-то экспериментировать. Там-то не надо ничего было. Лунку нашли, да хоп-хоп-хоп, надергали и все. А на балансир нет. Мы здесь, помню, как-то с Иваном Григорьевичем на блесну. Вот вертикальная блесенка у меня была с таким тройничком. Красная капелька на тройнике была. Ничего, такой же окушок поклевывал. Уже сумерки было, до конца клевал. Нет. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот он. Вот такой вот полосатик. На чертову икринку. Хоть такие клюют, и то хорошо. Это, конечно, не якутские окуня. Но в данный момент и это за счастье. Здесь хоть на озере лед. Вот разница, да, озеро от озера отличается. На одном озере есть лед, на другом нету. Вот так вот. А я, друзья, все меняю мормышки. На этот раз я поставил вот такую нимфочку у Александра Мазая сверху, а снизу обыкновенная здоровая блесна с кучей 3 или 4 опарыша тут. И что вы думаете? Клюнула на блесну. Блесна здоровая, а окунь не очень. Санька тут вон с десяток опять уже надергал. Короче, как я понял, клюет на все, если успеешь его поймать. Он тут стайками ходит, видать. А крупного пока не видно. Все. Один и был. Ну, прошла стайка. Опа, нет. Есть поклевка. Оп. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О! О-хо-хо! Дуплет! У меня тоже по 2 было. Дуплет, я думаю, что такое тяжелое. Короче, сработала и нимфочка от Сани Мазая. И вот блесенка. Все работает. Я уж по весу чувствую тяжело, но думаю, сейчас хоть покрупнее что-то выйдет. Хрена лысого, блин. О, оп, оп, о, 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 чуть-чуть побольше уже. Чуть-чуть, только чуть-чуть. Зато клюет. Зато интересно. Я уж соскучился по этой рыбалке. Оп, 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 ушел. На нимфу попадал. Крупный есть, крупный может ударить. Его тут немного, но он есть. Экземпляры тут есть хорошие. О, оп, 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 вот. Более-менее уже. Опять же на нимфочку. Эй, ядрит, кудрит, запутал-то как. Руки закоченели уже. Ветерок не сильный, но холодный. Я еще без рукавиц. Рукавицы в машине оставил. У меня камера хоть не закрыта? Нет. Снимает? Ну, перестали клювать. Да ладно. У меня клюет, вон. Все на месте, они клюют. У меня клюет. Он вроде блесну большую поставил, а все равно, видишь, или она приманивает. О, Приманивает, наверное. о, видишь он? Нет, скорее всего, блесна приманивает, а
А берет потом на нимфу. Да. Давай штук с 50, 60 не тягай сразу. Тут столько ходил, тут искал его. Да его надо искать там где-то, может они отдельно крупные пасутся. Так, видишь, вон он. Можно даже как набалансировать. Раз, вот уже висит, уже не висит. Ты переманил у меня к себе. А, своей блесной. Блесной, да? Может, крупный ударит хоть на блесну. Сорвался. Оп. На нимфу. Мелочевка пузатая. Ну нет у нас покрупнее, нету. За крупным Якутию. Да. Съездим в Якутию, да? Да нафиг, у нас сейчас скоро своя рыбалка начнется, когда или только речка встанет, вот Печоры. И будет зашибись. Надо костерок, наверное, разжечь. Где-то тут дерево было, вот там возле той елки, которая упала. А, все, руки закоченели. Ладно, еще одного поймаю. Оп, еще одного поймаю и пойду за машиной схожу. Сюда пригоню вот ее поближе. Да костер, наверное, разожгем, согреемся, да? Где-то здесь тропинку я видал. Где-то здесь Вот так вот. Опять же на нимфу. Клюет. И это радует. О, тепло-то как. У меня руки как, знаешь, у кого? Как у гуся, блин. руки Красные уже. Ну, а здесь рукавицы, конечно. То у тебя теплее? А я в перчатках был. Но все равно тепло. Че, котелок надо, наверное, да? Поставить. Кашу согреть, да? Плов. Ну да, можно перекусить, чайку попить, да, заодно. Узбекистанский плов. Узбекистанский. Или ташкентский, или узбекский. Таджикистанский. Ну все, не тащи из-под низу. Здесь костер валит. Уху-ху-ху-ху. Так, что у нас, где котелок? Там? А все там, она. А в чай? Итак, у нас костер готов. Скоро будем кушать. Через полчаса. Нет, через 15-20 минут, как тут написано. Сегодня мы будем питаться плов ташкентский. Ага. Срок годности 2 года. Состав: рис, мясо, говядина, баранина, морковь, лук репчатый, масло растительное, нут, изюм, соль, поваренная пищевая, специи, вода питьевая. Так что сегодня попробуем мы плов ташкентский. С нутом. Ой, бляха-муха. Кусай. Чё, вон. Как... Нифига ты, блин, надо как-то руки такие. А, фу, копченым пахнет. Хорошо. Постригли бесплатно. Ну что, друзья, рыбалка рыбалкой. Обед по расписанию. Итак, что нам скажет ташкентский плов? А ничего, он говорит, нормальная штука. Кстати, друзья, кто хочет заказать продукции интернет-магазина plover.ru, вот эти плов ташкентский, узбекский и все остальное, имейте в виду, если вы укажете промокод КОМИ, то вы получите скидку 3%. Мелочь, а приятно. Мало грели, да? Надо было еще подогреть. Нетерпеливые. Ну ничего, нормально. Ну что,
Вот и второе озеро мы сегодня вскрыли. Только что-то мелочевка, да? Вчерашнее вскрытие было интереснее. Может, там сегодня что-то еще будет, но душу успокоили, посмотрели, проверили. Будем ждать, пока на том озере замерзнет лед, чтобы дальше можно было буриться. Ну а пока давай, Саш, приятного аппетита и за рыбалку, конечно. Давайте и с вами, друзья. На улице вроде и мороз-то не сильный. Сколько? 4 градуса сегодня. Ну ты сейчас не смотрел сколько? Где? Ну. А до костей пробирается. С непривычки, наверное. Вот там торчит палка. Под палкой чья-то морда с медной проволоки. Заглянул в лунку. В морде плавает два таких маленьких налимчика и один где-то на полкилограмма. 3 налимчика, ни одного окуня нет. Получается, налимчики здесь живут. Значит, можно здесь тоже жерлицы ставить, по идее. Мы поставим пару штук пробных, не? Не будем? Саньке не понравилось это озеро. Окунь-то здесь крупнее немного. Не, я ничего против не говорю окуня. На, попробуй, жерлицы пробные-то можно? О, чайник закипел. Вот ты не взял с собой вот эту кружку защелкой-то, которая белую-то у тебя была, зеленой крышкой, нет, да? Это в смысле заварить? Угу. О, А что, бульон похлебать? смотри, какой кусман мяса. Он лежал на дне и в серединке, и он был единственный. О, сам-то урвал. Угу. Так ничего, да, Павел? Да, нормально. Лучше, Надо было его размешать. лучше, чем каша магнитовская. Нормально. Я еще помаленьку. Ты сюда не кушать пришел? А что бы, конечно, заварил бы этот. Так, у меня эта тарелка есть. Думаешь, остынет быстро? Да не, если сразу похлебать, не остынет. Просто времени у нас мало. Времени, да, через час-полтора уже начнет темнеть. Потом мы отсюда уедем, да и все. Что, сегодня будем оставаться или еще поедем домой? А не знаю, Маринка домой ждет вроде. Да? Порыбачить-то хотелось, конечно. Но... Ну, домой съездишь сегодня, проведаешь жену, завтра опять приедем. Да давай завтра приедем, да и все. Если завтра никаких делов не будет дома, так можно приехать будет. И жерлицы оставим тогда. Завтра ведь суббота, да? Да. Завтра банный день, да. И чё? Покши можно будет помыться. Ладно. Вот так вот мы и проводим время на природе. С утра свежий воздух. С утра, правда, не ели ничего, только пили чай. Проголодались, все-таки не выдержали. Решили пообедать. Хотя буквально через час уже будет здесь темно. Но не будем же мы сидеть голодными, когда есть костер. Согрелись, поели, маханули за рыбалочку. Все прекрасно. На обратном пути есть надежда у нас на те жерлицы еще. Может, что-нибудь будет. Посмотрим. А пока рекламная пауза. Вот, друзья.
Мы пообедали. И окунь пошел достойный уже. Вот такой на сегодняшний день самый крупный. Это еще один раз подтверждает правило такое, что рыба любит, как правильно сказать-то, ну в сухую, короче, рыба не клюет. Сухую, да? Да. Он такой красавчик клюнул. Главное, сразу я только отпустил. На спуске? Да, он бам и сразу. На спуске может клевать будет. Да мне кажется, сейчас к вечеру он и так бахать будет. А, активируется. Да, мы просто долго чаевничали. Че долго-то, блин? Недолго, полчаса. Полчаса максимум и все. Мне кажется, сейчас время клево, только его надо искать. Все, поехали на поиски. Вот, друзья, очередной красивый полосатик вот такой. Третий окунь подряд получается. Вон, два поменьше, один более-менее уж. Окунь, он получается, я прошел 3-4 лунки. Все было пусто. Сюда пошел и сразу 3 поклевки. На улице уже темнеет. Не знаю, чем мы еще успеем. Но я понял одно, что окуня надо искать. Он ходит. Вот попал на стайку, одного, второго, третьего вытащил. И все. И опять. Короче, заранее надо просверлить побольше лунок и ходить по ним. Ходить. Только так можно напороться на стайку. Подсыпали прикормку, не помогает. Возле прикормки он не стоит. Или прикормка не та, или не знаю что. Опа. Нет, это уж чуть поменьше. Вон второго такого же красавца вот вытащил сейчас. И это чуть поменьше. Вон два одинаковых. Вот они. Вот они. Вот они мои перволедные окушки. Окушарики. Это не то, что летом. Пусть летом на удочку там ты поймал ведро там или еще сколько там. 2 ведра. Первые окуни с первого льда, они всегда дают кучу положительных эмоций. Я просто балдею от них. Сама атмосфера вот этого первого льда, как бы открытие нового сезона, уже говорит о многом. Немножко душеньку успокоили. Вчера поймали щуку, сегодня надергали окуней. Ну, а дальше будем ждать, когда встанет Печора, и мы оторвемся по налиму. Но если найдем хариуса, половим и хариуса. Так, а у нас темнеет уже. Темнеет на глазах. Все раньше и раньше. День короткий. Ну ничего. Что успеем, то успеем. Ну вот мы и дома. За ужином. Подвели сегодняшние итоги. Взвесили сегодняшний улов. Он оказался немного больше, чем вчерашний. Вчерашний улов был 2400, но одна рыбка. Сегодня рыбок было намного больше, но общий вес был 3400. Нет, 3200, да? Нет. Стоп. Сколько было? Короче, получилось все вместе 3,5 килограмма. Мы же еще, которые на этих ловили, на живцов-то. Мы же крупных-то оттуда взяли. Ну да. Короче, общий улов сегодняшний составил 3,5 килограмма. 2 плотвички, остальное все окуни. Щуки сегодня у нас не было, к сожалению. Большая надежда была на жерлицы, что-то они не сработали. Щука или не ходит, или что, я не знаю. Выйти на озеро нам дальше пройти не удалось. Пробовали еще одно озеро, которое дало нам несколько окушков.
Ну что, сегодня у нас на ужине вот такой вот супец, рыбацкий напиток, естественно, колбаска, хлеб и основное блюдо на рыбалке да без рыбы. Друзья, вы знаете, что это за блюдо такое? Вот это. Коми люди знают по-любому. Кое-кто язя за рыбу не считает. Кое-кто при разделке язя просто отрубают голову и выкидывают. История этого блюда такова. Где-то в мае, в конце мая или в начале июня, точно не помню, мы с товарищем делали консервы из язя. А на консервы, как вы знаете, головы, хвосты, все выкидывается, только филейная часть остается, делается консервы. Так вот, у нас этих голов получилось ни много ни мало, где-то чуть меньше пол-ведра. Он мне сказал: забирай, говорит, собаке отдашь, сваришь. А я в рыбе вообще, самое вкусное для меня это голова. Что я сделал? Я взял все эти головы, перемешал все это с солью и в 3-литровую банку. В 3-литровую банку привез, закинул в ледник. Все лето эта рыба у меня доходила в леднике. С кровью, естественно, в кровяном рассоле. И вот теперь, когда наступили холода, я просто с ледника вынес его и положил на улицу. И просто сейчас захотелось солененького. Дай посмотрю, думаю, что получилось. Вы не поверите, друзья. Я достал одну голову. Запах. Просто обалденный запах. Вкус. Это очень вкусно. Но вот люди, которые едят вот такую рыбу, они меня поймут. Все остальные мне вот так вот покрутят около виска и скажут: ты что? Тебе жрать нечего. Да, тебе жрать нечего. Не, я вам говорю честное слово, это очень вкусно. А если еще такое блюдо есть, я вам скажу. Мы не стали просто готовить его, потому что картошку с собой мы не привезли, а в яму лезть неохота открывать яму, которую я закрыл на зиму уже. Сковородку чугунную накладываете картофель, ну, не мелко так вот, крупными кусками нарезанную, не подсаливая. И вот эти головы сверху на картошку накладываете и крышечкой, и на печку. И оно все томится. Вот такое вот блюдо. Обязательно попробуйте. Ну, для такого блюда надо вот, чтобы были вот такие головы. Да, и надо, чтобы они были коми-засола немножко. Да. Но они не пахнут, я вам говорю. Просто из соленой рыбы так не получится. Да, просто из соленой рыбы, которую поймали, подсолили, день-два не получится. Никак. Неделю не получится. Месяц не получится. Надо, чтобы весной поймать, в леднике продержать все лето, пару месяцев. Надо, чтобы она немножко была... Дошла с запахом была рыба. Вот. Не стухла, именно вот коми-засола, как бы немножко запах был. Жалко, что не передается запах, это просто, друзья, очень вкусно. Вонючую рыбу я не ем. Некоторые говорят, коми-засол, это сначала, говорит, рыбу поймают, стушат ее, а потом солят. И это, говорит, коми-засол. Это не коми-засол. Далеко не коми-засол. Коми-засол это вот как раз вот такая красная. Надо уметь солить. Да, рыба с кровью. И она, цвет рыбы красная, вот как у семги. Вот смотрите. Просто это, не знаю, как передается. Не, не покажет, наверное. Запаха нет вообще. Запаха нет вообще. Он вкусный запах. А вот когда его сделаешь, приготовишь с картошкой, там запах есть. Я вам говорю, друзья, обалденно. Это надо пробовать. А я его пробую, честное слово, с детства. И это самое вкусное. Нет, у рыбы, конечно, много есть. Свежепросольная вкусная. Строганина вкусная. В таком виде. Но вот это блюдо. Головы язя, приготовленные традиционным коми способом. Вот так вот, друзья. И за это традиционное блюдо мы сейчас жахнем рыбацкого напитка. Приятного аппетита. День сегодня удался. Чтобы не было нет щуки, поймали окуня. Рыбалка продолжается. Завтра опять поедем. Надеюсь, мы завтра все-таки наступим на этот лед. Думаю, он будет потолще немного. И все-таки добавим жерлицы на то место, где, по-моему, должна быть щука. Так что, друзья, всем приятного аппетита и до завтра.
Вкуснотища. Тещин хлеб. Сама печет. Да. Так он уже позавчерашний. Свежего нету. Ну, такая рыба, я вам говорю, я говорил уже несколько раз, получается только в леднике. Ни в холодильнике, ни в морозильнике такого не получится. Голова чем хороша еще, она не теряет форму. Если такая рыба может просто развалиться Да. от костей. Я люблю харизу такого. Такой вкуса. А голова, ну ты говорил, дед, да? Ну дед когда варил, Делает. да. В банках. Не, ему рыбу-то делает. Он. Сейчас ты не рыбачишь уже. Первый год. Первый год не рыбачишь сюда. 93 года, да? 92. 92 года. Первый год только не рыбачил. Здоровье уже слабое. Не может. А в 91 он еще ходил на рыбалку. В том году на речке, ты помнишь, это... мы с растворчиком были. На моторке, Все. Хариусом, на кораблик, все. Инспекция его не трогала. Да, За его года. Стыдно что трогать-то. Сказать, только мелочи не бери и все. Рыбачь, но мелочи не бери. Молодцы. А он мелочь никогда и не брал. У него все вот такие, где он их там выскребал, блин. Мушка крупная, наверное. Пушка у него хорошая, он мне давал ими рыбачить. Сам вяжет. Наверное, я у него никогда не спрашивал. Они готовы лежат. Блин. Так что язи это не только не сорная рыба, она очень вкусная, так еще отходов нету. Я вам как-нибудь еще обязательно покажу блюдо жареные хвостики язя. Что ты смеешься? Да я знаю, что ты, я просто смеюсь. У свежего язя отрубаются хвосты. Вот, кстати, наверное, они ушли у меня, потому что хвостов я не нашел. Отрубаются хвосты, ну, немного, чтобы они разорились. Все это обваливается в муке, соленой муке. И не жалея растительного масла, кипящее растительное масло, просто обжариваешь. И они становятся хрустящие, такие хруст-хруст-хруст. Вот такая тоже вещь. Вы не думаете, что мне рыбы нету и есть нечего? Это просто действительно очень вкусно. Если, может, хвосты жареные мало кто ест, а вот такую рыбу, наверное, едят многие. Я голову не ем, и то ем. Да, вот. Если кто ест, ну если не голову, хотя бы, ну вот, кто любит вот именно вот такой засол, напишите в комментарии, чтобы знать, сколько людей таких, которые едят поистине коми-засол. Не вонючую рыбу, повторюсь, не вонючую, а коми-засол. Коми-засол не воняет. Она не пахнет, она на вкус. Такая Она мягкая и обжигающая. ароматная, да. Как сказать, не могу передать, это надо пробовать, друзья. Немного обжигает, как будто. Вкусно. Все. Не будем вас долго задерживать. Ужинаем. Ложимся спать, отдыхаем. И завтра с утра на рассвете опять на озера. Я пока не испытаю, правда, на одно озеро я не смогу попасть. Нет моста там вообще никак. А так я то, что ближние озера, куда можно доехать, ну, дойти, я, конечно, все испробую. Так что до завтра, до встречи на озере. До свидания, друзья.